посвященной 25-й годовщине победы в Отечественной войне собраны первый заместитель министра обороны генерал Франциско. Государственный флаг Республики Абхазия, знамя Победы, знамя Министерства обороны внести. Торжественное собрание, посвященное 25-й годовщине победы в Отечественной войне, объявляется открытым. Для доклада предоставляется министру обороны Республики Абхазия, герою Абхазии, генерала армии Кишмаря Мирав Борисович. Дорогие ветераны, уважаемые гости, 25 лет прошло с того счастливого дня в новейшей истории нашей страны, особого для всех наших соотечественников. 25 лет мы с гордостью отмечаем День Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Для нашего народа нет даты, памятник, нет торжества выше, чем День Победы. Он является для нас ярким примером преданности и любви к Отечеству. Этот праздник олицетворяет мужество и отвагу, стойкость и веру, боль потери близких, выстраданную надежду на лучшее будущее. Приближая этот день, сегодняшние ветераны поднимались в атаку, проявляли трудовую доблесть в тылу. И сегодня, спустя 25 лет, мы чтим личный подвиг каждого. Память о беспримерном мужестве всех, кто сражался с оружием в руках, самоотверженно трудился, помогая фронтам бережно храниться народом. В августе 1992 года грузинский фашизм принес на землю Абхазии огонь и смерть. Целью агрессора было тотальное уничтожение абхазского народа, его государственность, подчинить себе всех остальных жителей маленькой страны, оказывающих сопротивление грузинскому режиму. Население оккупированных городов и сел подвергалось массовому террору. Мирные жители испытали всю тяжесть грузинской оккупации, пытки и издевательства, разделение людей по признаку национальной принадлежности. Войска Госсовета Грузии проводили массовые расстрелы и грабежи лиц негрузинской национальности. В ответ на реальную угрозу истребления абхазского этноса на защиту малочисленного народа поднялось все многонациональное население республики, не желавшее быть порабощенным грузинскими фашистами. На борьбу с врагом стал весь народ Абхазии. Такое единство,
такого святого братства, такой мощной веры в победу еще не знала история нашего древнего государства. Более 2500 бойцов и командиров сложили свои головы в дни войны. Нам уже никогда не вернуть жизни талант, надежды погибших сыновей и дочерей Абхазии. И это самая большая, поистине безвозвратная потеря для нашего народа. В этот день мы преклоняем голову перед всеми, кто не дожил до Дня Победы. Вечная память героям, отдавшим свои жизни за честь, свободу и независимость нашей Родины. Светлую, благодарную память храним мы о выдающихся сынах Абхазии, основоположник современного абхазского государства, первым президенте, главнокомандующим вооруженными силами, руководителей и освободителей победной войны Владислава Григорьевича Ардзема. В первые же дни вторжения грузинских войск стало понятно, что масштабной войны не избежать, что встал вопрос либо уничтожения народа, либо организации всеобщего сопротивления агрессору. И с первых же дней Владислав Ардземов взял на себя всю ответственность за страну, за будущее народа. Объявление всеобщей мобилизации боеспособного населения и призыв к вооруженному ополчению стали отправной точкой организованного противодействия оккупационным войскам. Владислав Ардземов организовал сопротивление. Благодаря таланту, политике и твердости духа, исключительному мужеству и ответственности за судьбу народа, ему удалось довести навязанную войну до победного конца. Под его личным руководством вооруженные силы Абхазии нанесли сокрушительные поражения грузинским оккупационным войскам. Мы бережно храним память о втором президенте, главнокомандующем вооруженными силами Абхазии Сергея Васильевича Багапши, под руководством которого в 2008 году враг был изгнан с последнего плацдарма верхней части Кадорского ущелья. И таким образом территориальная целостность абхазского государства была восстановлена, а его независимость международно признана. Два наших лидера сумели сделать все от них зависящее, чтобы вековая мечта абхазского народа осуществилась. К нашему великому сожалению, они не дожили до этого славного юбилея. Прошу вас почтить память о наших боевых друзьях и соратниках минутой молчания. Уважаемые товарищи, ярким примером особого мужества и отваги будут служить грядущим поколениям героические подвиги защитников Абхазии в период Отечественной войны. Нам нечем было воевать, и средства отражения агрессии абхазских ополченцы добывали в бою с врагом, отбивая у него военную технику и стрелковое оружие. В дни войны раскрылись лучшие черты солдат Отечества: преданность Родине, верность воинскому долгу, высочайшая стойкость и самоотверженность. Трагические события выпали на долю наших ветеранов. И сегодня мы еще глубже осознаем, что им пришлось пережить и с чем пришлось столкнуться в суровое военное время. Осознавая масштабность трагедии, 18 августа 1992 года Конфедерация горских народов Кавказа обратилась к мировой общественности с призывом осудить военное вторжение Госсовета Грузии в Абхазию, а также ко всем штабам Конфедерации обеспечить переброску добровольцев для оказания вооруженного отпора оккупантам. Среди первых добровольческих отрядов в республику прибыла кабардинская группа во главе с султаном Сосналиевым. Следует особо отметить усилия президента Конфедерации и председателя парламента горских народов Кавказа Юрия Шанибова и Юсупа Сосланбекова, которые они предлагали для предотвращения замыслов правительства Грузии. На помощь оказавшимся в беде народу ежедневно стали прибывать кубанские и донские казаки, добровольцы со всей России и ближнего зарубежья. Понимая всю трагичность ситуации и возможные ее последствия, наши братья и друзья не только поддержали борющегося народа духом, но с оружием в руках, плечом к плечу с нами героически сражались на обоих фронтах, освобождали от оккупантов сопку за сопкой,
село за селом, город за городом, всю страну. Осознание этой мощной поддержки придавало нам силы, помогало переносить военные невзгоды. Многие из добровольцев отдали свое здоровье, свои жизни за свободу, нашу свободу. Абхазская трагедия призвала бой наших соотечественников, раскинутых по всему миру. Потомки махаджиров из Турции, Сирии, Иордании и других стран день за днем пополняли ряды народного ополчения. Они самоотверженно сражались за свою этническую родину, которую никогда прежде не видели. Невероятное бесстрашие проявили в боях наши женщины. На фронтах воевали сестра и брат, жена и муж, наши одноклассницы и однокурсницы. Надев военную форму, взяв в хрупкие руки автомат и медицинский рюкзак, они вынесли на своих плечах гораздо более сложные испытания, чем воины-мужчины, одновременно и воюя с врагом и спасая жизни тысяч раненых и беспомощных солдат Отечества. В этом зале сегодня наши ангелы-хранители, наши дорогие ветераны-женщины. Они прошли войну, они прошли и тяжелое послевоенное время, когда своим трудом поставили на ноги разрушенную, изолированную от внешнего мира страну. Несмотря на пережитое, сегодня они такие же красивые, как 20 лет назад. Мы вместе переживаем боль невосполнимых утрат, радуемся успехам, вместе трудимся, возрождая абхазское государство. Никогда не забудется, как после нескольких неудачных попыток штурма столицы, когда абхазские войска несли тяжелые потери, матери погибших воинов призвали оставшихся в живых не склонять головы, не падать духом, не прекращать отчаянной борьбы против врага. Слова матерей заставили вздрогнуть наши сердца. Жажда справедливого возмездия вытеснила чувство разочарования и зародившихся сомнений. А такие ощущения тоже имели место. Но голоса матерей заставили нас вновь собраться с силами и раз за разом идти в атаку на врага. Низкий поклон вам, наши дорогие мамы. Главной наградой за вашу стойкость и волю стал для народа Абхазии сентябрь 1993 года. День Победы навеки останется символом беспримерного героизма, самоотверженности и верности Родине. Уважаемые ветераны, вы прошли тяжелыми фронтовыми дорогами. Истинный героизм был проявлен вами в боях при освобождении города Гагра и Гагрского района в ходе других наступательных операций, среди которых Чепчирское, Первое Шромское, Январское, Мартовское наступление на Сухум, масштабная наступательная операция с высадкой тамишей морского десанта. При освобождении населенных пунктов Гума, Ахалшени, Каман, Сухумгес, Шрома, Ахбю. Наши солдаты громили врагов в боях за стратегические высоты на Восточном фронте. И, наконец, 16 сентября 1993 года началось наступление абхазской армии на всех участках фронтов. Преодолевая упорное сопротивление многочисленно превосходящего хорошего вооруженного противника, абхазская армия прорвала его оборону и с боями ворвалась в город Сухум. С 19 по 29 сентября войска Восточного фронта, освободив село Халдаба, заблокировали трассу Чемчира, Сухум, по линии фронта от села Цагера до Кодорского моста, тем самым исключив всякую возможность оказания помощи так называемой сухумской группировке войск врага. 27 сентября столица Абхазии, город Сухум, была освобождена от грузинских оккупационных войск. Развивая наступление, абхазские войска с боями освободили Сухумский аэропорт, населенный пункт Гулерипского района, и вышли к реке Кодор. 29 сентября у Кодорского моста произошла историческая встреча двух фронтов вооруженных сил Абхазии. Соединившиеся войска, преследуя вражеские подразделения, 30 сентября 1993 года вышли к государственной границе Республики Абхазия по реке Ингур.
наступила долгожданная победа. С золотыми буквами в летопись Отечественной войны вписаны имена командиров: Султана Сасналиева, Сергея Дбар, Мушни Хварцкий и многих других. Мы склоняем свои головы перед родителями, воспитавшим достойных сынов, которые не пожалели жизни ради своей родины. Сегодня перед Абхазией раскрываются новые горизонты. Основу этим возможностям заложили наши ветераны, наши соотечественники и все, кто в августе 1992 года принял для себя решение встать на защиту народа Абхазии. Мы благодарим вас, наши дорогие ветераны, добровольцы, друзья, и рады, что сегодня вы рядом с нами, что мы вместе встречаем победу. Отрадно отметить, что за проявленный мужество и героизм более 300 воинам присвоены высокие звания Героя Абхазии. 1000 отличены орденами и медалями. Память о героях войны созданы мемориальные комплексы. Их именами названы улицы и школы. Имена всех участников войны занесли в книги памяти. Но самое главное, их имена в наших сердцах. Уважаемые товарищи, в нашей жизни много праздников, светлых, торжественных, волнующих, но ни один из них не может сравниться с праздником Победы. Народ героически боролся и защитил свое Отечество. Он отстоял свою свободу и независимость, изгнал фашистских оккупантов с родной земли и таким образом добился своего права на создание независимого государства. Мы бережно храним и передаем память о событиях Отечественной войны младшему поколению. Сегодня тысячи военнослужащих Абхазской армии с честью исполняют свой долг, неся службу по защите Отечества. На основании договора с Министерством обороны Российской Федерации наши военнослужащие проходят обучение в высших военных учебных заведениях Российской Федерации. Это будущие офицеры Абхазской армии. Ежегодно ряды вооруженных сил пополняют сотни наших юношей. Мы желаем им успешно пройти армейскую службу, живыми и здоровыми вернуться домой. Разрешите поблагодарить офицеров и рядовых, кто отслужил Родину на боевом посту и служит ей сейчас. Мы уверены, что нынешние и следующие поколения будут достойно продолжать заложенные вами традиции верности народу, интересам государства и его истории. И эта победа была жизненно необходима нам. Только она могла гарантировать абхазскому народу и всем, кто десятилетиями в мире и согласии живет на этой благодатной земле, жить, учиться, работать, реализовывать свои возможности. Только победа могла обеспечить неотъемлемые права человека на жизнь, свободу и достойное будущее, быть равными среди равных. Уважаемые граждане Республики Абхазия и гости юбилейных торжеств, примите наши искренние поздравления с этим поистине великим всенародным праздником. Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба, вечная память погибшим и слава выжившим. С праздником, с Днем Победы! Президент Ханткара Хада, Яхаяшатскана, Тарец Югуба праздник Скуянаба. И Югба Шуксапха, Амзе Жуябас, Кудра Анзинерц, Мачкрицам Шара, Рауль Джимка Шихата, Бзини Виктроид, Фихабен контрразведка, сообщение Курла Яхца Заратшо, и Ратшо Бачку, что прието Дарец Джабазбас. И то пасосва и Хава Гланебишус. А я Ирахге, Потрашта Хазапшо парады Шохтога на Хазап Скуяна, Кадавайлер, Хаграргар Пиок, Арра, Авайлер Ро, Эткар Арро, и Шохто и Пшимяпахот, это Харча Зыкхглартов. Я борстла арку и Хава Гула, Абжбети, Абаза, борстла Абаза. Хайва Гула, и Шохто и Пшамяпкар Хажу. Тут залаги Гуяна Амгад, Харбаша форма Хисанах Гилдыз Вахнугут. Харахвус и Бзени Хадрует. И Бзени Ахсар Тхуам, из Мазар,
يخشوا ورسول الله مشالله هاي دقنا شويبش خانج هازم يختوج هامو بيشختوج ميباهو تبوب هراسو ديتاخا ветеран еврейс лошани айзахин تبوب асс фианьо تبوب айвис фиахава глас яхава гларньо تبوب пату хакусу вахай бишен чаемца ханги хгулаб халакорч хавач ахта хача хаджмача ربي كويس قرني يا هم بس جو هيتقوني شختار بشبارت خاشتر رمو ريخ زالي شختار بباكا باسو بابخت بوسكوي خان جيس في بريوب اياري حمس شختار بشي انكولتو اياري حما حنحتشز وسان يا احتزي باشوب هرجح تشيخهم هوايج لديكسا شدود نقطة دالك تحبسن بلاش خان ده شد النور منقون اياير شاكاز اياير Слово предоставляется президенту Республики Абхазия, главнокомандующему вооруженными силами Республики Абхазия Хаджимба Раулю Джумковичу. Хатырску командирца Харва. Хаджлар Шала, Ягу Аяйраду, уй иналукаша Турухт Нухамшу. Гук псыкала, еще доснахолоид арианыха. И все их ищут, а гвала гарабзия, а гвамч, а их зарачутсква. Уважаемые друзья, уважаемый министр обороны, товарищи генералы, офицеры и солдаты, встречая 25-летие победы и независимости нашей республики, мы связываем ее значительные достижения с последовательной деятельностью государства в различных приоритетных направлениях. Вместе с тем следует отметить, что основой и гарантом нашей стабильности и национальной безопасности были и остаются вооруженные силы Республики Абхазия, наращивающие с каждым годом свою боеспособность и профессиональные навыки. Наша армия, сформированная в тяжелых условиях военного противостояния в период Отечественной войны, продолжает достойно нести эстафету славных героев, проявивших высокую самоотверженность и отвагу в дни, когда решалась судьба Родины. Наши воины и командиры свято чтят память о Владиславе Григорьевиче Ардзинбо, первом президенте, главнокомандующем, стоявшем у истоков создания вооруженных сил. Абхазские войска, выросшие из рядов народного ополчения, закалялись в ожесточенных схватках с грузинскими оккупантами в 1992-1993 годах. Дух и непоколебимость наших воинов ярко проявились во время решающих наступательных операциях на Эшеро-Гумистинском, Гагарском направлениях, на Восточном фронте и в ходе выполнения других стратегических значимых задач. Мы по праву гордимся тем, что в составе наших войсковых подразделений находилось множество представителей ряда государств, народов, оказывавших нам братскую поддержку с первых дней войны. Примечательно, что эти истинно интернациональные традиции сохраняются и приумножаются в деятельности Министерства обороны Абхазии и в мирные дни. Мы вправе гордиться этим бесценным опытом, наработанным в процессе становления нашего независимого государства. Залогом укрепления обороноспособности нашей армии является молодое пополнение, умело заимствующее профессиональный опыт и боевую выучку старшего поколения. Мы высоко ценим успешное взаимодействие оборонных ведомств Абхазии и России в рамках достигнутых договоренностей и соглашений. Уверен, что это военно-техническое сотрудничество двух дружественных стран есть гарант безопасности развития наших государств. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с выдающимся событием, 25-летием Победы и независимости. Искренне желаю вам дальнейших успехов на благородном поприще служения отчизне, мира и процветания Республики Абхазия. Язхалайт хапсадгел абсентула, харбджермчка, рымчхара. Слово предоставляется чрезвычайному полномочному послу Российской Федерации в Республике Абхазия Двинянину Алексею Аркадьевичу. Уважаемый президент Рауль Джумкович,
уважаемый министр обороны Мераб Борисович, уважаемые ветераны, товарищи генералы, офицеры и военнослужащие, искренне и с глубоким уважением позвольте поздравить вас с наступающей 25-летней годовщиной Дня Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов народа Абхазии. Я глубоко признателен Мерабу Борису Па за приглашение принять участие в торжественном собрании сегодня. Рассматриваю это как знак солидарности и сотрудничества с вооруженными силами Российской Федерации, с российским государством, российским народом в целом. Мы будем помнить день начала войны, когда 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию. Мы будем помнить прибывших в августе 1992 года добровольцев из Кабарды и других северокавказских республик России во главе с султаном Сосналиевым, казаков, добровольцев с юга России, которые до последних дней войны сражались вместе со своими абхазскими братьями против грузинских агрессоров. Будем помнить героев-участников операций по освобождению города Гагра и Гагрского района от войск Госсовета 1-6 октября 1992 года, города Очамчира, Шромского наступления. Мы восхищены героизмом и мужеством участников мартовского наступления и боевой операции на реке Гумиста. Будем помнить подвиг десантников Тамыша, которые совместно с частями Восточного фронта взяли под контроль стратегическую трассу Очамчира-Сухум, лишив противника возможности переброски войск на главном боевом направлении. Будем помнить 27 сентября, день освобождения столицы Абхазии, города Сухум. Перед нашими глазами навсегда останется наступательная победоносная операция абхазской армии 16-30 сентября 1993 года, в результате успешного проведения которой государственный флаг Республики Абхазия был водружен на фронтоне здания Верховного Совета. А спустя несколько дней, преследуя отступающего противника, абхазские войска вышли к абхазо-грузинской границе на реке Ингур. Ситуация в мире непростая, вы об этом прекрасно знаете. Я не буду долго утомлять ваше внимание, хочу просто заверить, как посол Российской Федерации в Республике Абхазия, назначенный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, что современная Россия никогда не откажется от своих слов, от признания республики и продолжит поступательную помощь и содействие развитию как государства, так и всего народа Республики Абхазия. Да, в нашей истории были непростые моменты. Мы, наверное, должны их помнить, но смотреть в будущее. И я призываю вас, как ответственную, наиболее ответственную часть абхазского общества, помнить о том, что мы должны смотреть в будущее и настраивать на это наши молодые поколения. День Победы. Светлая память героям, благодарность за мирное небо над нашей головой. Земной поклон им за право на жизнь, без ужаса войны, страха и боли. Пусть ни одно поколение жителей Абхазии не узнает больше скорби, утрат и вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага и мужество вдохновляют людей, которые живут сегодня в вашей прекрасной республике, стране души, на созидательный труд и на счастливую жизнь. С праздником Победы! Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, за что боролись ваши деды, отцы и братья. Мира вам! Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце. Желаю вам в День Победы здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и во всех начинаниях народу Абхазии. Итахаз хаштра рыкум зайт, атынч стазаара шпейпш зайт, аяйре ахепшимре рымш шедексныхелойт. Итабуб. Слово предоставляется председателю Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Щерба Александру Сергеевичу. Господин президент, уважаемый министр обороны,
товарищи, друзья, соотечественники. Да, именно соотечественники, потому что, глядя в этот зал, я вижу как минимум 3 поколения. Тех, как мои старшие братья, отец, рожденных и воспитанных в Советском Союзе. И это было наше общее Отечество, наш общий дом, который отстояли и который строился от Великой Победы советского народа, великой, отечественной, я подчеркну, именно отечественной войне. Это потом ее захотели перекроить, назвать Второй мировой. Потом стали смещаться акценты, а для нас, для наших отцов и дедов, она была отеческая. Это то поколение, которое приняло на себя вместе с ударом развала Отечества угрозу, которая надвисла над малой Родиной. И не просто над Родиной, как местом жительства, даже не столько над памятью предков, сколько над традициями и основами человечества. И вы, мы стали на защиту отеческих традиций, отцовских заповедей. И в этом многострадальная земля и многострадальный народ Абхазии очень в многом схож с многонациональным и многострадальным народом Приднестровья. У нас тоже была война, и она тоже была в далеком и кровавом 92-м. И хоть мы ее не называем отечественной, но она по масштабам и по целеустремлениям была именно такой же, как у вас, когда кто-то хотел силой попирать заветы предков. И ваша земля, наша общая земля, полита потом и кровью и приднестровцев, защитников, которые не по приказу, а по долгу сердца, по зову совести приехали сюда и в один ряд стали с бригадами интернационалистов, которые отражали и хоть и участвовали в боевых операциях, но несли мир, потому что изначально были миротворцами. Сегодня в этом зале есть и молодое поколение, которое, к счастью, знает ужасы войны по рассказам, по памяти. И это хорошо и правильно, потому что нельзя жить прошлым, потому что мир – это то, что каждый день строится и что противно войне. И пока будет существовать такая незримая связь поколений, пока будут такие нетленные понятия, как Отечество, общий дом, заветы предков ставятся и во главу угла государственной политики, а самое главное, будут камертоном души каждого, кто считает себя частью или сутью абхазского народа, приднестровского народа, российского народа, будет не торжествовать, а будет существовать мир, потому что это все миротворчество. Поэтому, во многом поэтому, именно поэтому Россия не могла остаться безучастным от той трагедии, которая творилась тогда и потом чуть позже в Абхазии, в Осетии, в Приднестровье. Потому что российский солдат, российский воин принес мир и дал возможность нам с вами развиваться. И сегодня, отмечая
четверть века, как юбилей тех славных минут, когда в единстве, опираясь на силу и на разум, показав непокорность, восторжествовала отеческая мораль, абхазский народ поднялся и стал сильнее, стал мудрее. Он не был никогда агрессивным, но в отсутствие агрессии и агрессивности проявилась сила и мудрость народа. Поэтому то событие еще предстоит долго изучать не только историкам, но и крупным державам, потому что то мироустройство, которое сейчас навязывается и снова заставляет мир вздрагиваться не только от крика матерей и детей, но и от взрыва бомб и снарядов, вне зависимости, где это происходит, в просторах бывшей 1/6 части суши, имя которому Советский Союз, или на древней сирийской земле, ставит нас перед выбором. Мы верны отеческим заветам наших предков. Мы будем отстаивать мир или нет? И для нас, для приднестровцев, для вас, народа Абхазии, здесь другого ответа и быть не может. Безусловно, будем. И мы благодарны, что российское государство, которое в ранг закона возвысило понятие «соотечественник», защищает сегодня эти устои и заветы предков в целом в мировом масштабе. Дай вам Бог здоровья, а вам, уважаемые юбиляры, крепкости духа, отеческих заветов, непреклонного служения идеалам добра, справедливости. А для этого терпение, терпение и еще раз терпение. Разрешите мне, спасибо, разрешите мне осуществить официальную миссию от имени приднестровского народа, от имени президента нашего государства за личный вклад в становление и укрепление Республики Абхазия и Вооруженных сил Республики Абхазия наградить орденом почета министра обороны Республики Абхазии Кишмария Мираба Борисовича. А всем нам в этот очень хороший и светлый праздник, праздник со слезами на глазах, когда слушал выступление Мираба Борисовича, безусловно, проводились параллели, и комок подступал к горлу, потому что это проходило через судьбы. И единение, и приобщение к этому горькому опыту, оно тяжело, но вместе с этой тяжестью оно очень важно. Поэтому память надо нести, передавать из поколения в поколение. Но жизнь берет свое, и я вам желаю мира. И пусть вас любит жизнь. Слово предоставляется министру обороны Республики Южная Осетия, генерал-лейтенанту Гайсееву Ибрагиму Алимбеговичу. Многоуважаемый Рауль Джумкович, Мираб Борисович, от имени президента республики, народа Республики Южная Осетия сердечно поздравляю вас с 25-й годовщиной победы в Отечественной войне абхазского народа. Этот великий праздник стал олицетворением отваги и мужества, свободолюбия и героизма.
День 30 сентября 1993 года является символом героизма братского абхазского народа, образцом великого подвига всех защитников Отечества во имя торжества идеалов свободы и независимости. Исторические реалии начала 90-х годов прошлого века были таковы, что малочисленные народы некогда великой страны были брошены на произвол судьбы, отданы на растерзание коварному и беспощадному врагу. Но абхазский народ в эти судьбоносные переломные годы своей истории проявил лучшие качества, мобилизовав все силы и средства для противодействия агрессору. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Этот девиз Великой Отечественной войны стал девизом и для абхазского народа, который принес на алтарь победы неисчислимые жертвы, но водрузил знамя победителя над городом-героем Сухум. С гордостью могу сказать, что активное участие в боевых действиях проявили также воины-добровольцы из Южной Осетии. Это еще более укрепило историческую общность наших народов, способствовало дальнейшему развитию войскового братства и товарищества по оружию. Но самое главное, совместное выполнение боевых задач вселило непоколебимую уверенность в успехе. Выражаю признательность руководству Министерства обороны Республики Абхазия за приглашение участвовать в военном параде в ознаменовании этой даты. Парадный расчет вооруженных сил Республики Южная Осетия пройдет торжественным маршем с достоинством и честью. Сейчас Республика Абхазия свободное и независимое государство, суверенитет которого признан Российской Федерацией, рядом других государств международного сообщества. Абхазия устремлена в будущее. Происходит развитие общества и государства, народного хозяйства, экономики. Неизменно повышается уровень жизни и социальная защищенность граждан. В каждый свой приезд к абхазским братьям я вижу позитивные изменения, динамику в развитии, поступательное движение к лучшему будущему. Они очевидны и непререкаемы. Многоуважаемый Рауль Джумкович, разрешите пожелать братскому абхазскому народу мира и процветания, благополучия и изобилия. Пусть путеводная звезда, проложившая трудную дорогу к победе в Отечественной войне народа Абхазии, и в дальнейшем будет маяком свободы и независимости Республики Абхазия. Спасибо. Торжественное собрание, посвященное 25-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии, объявляется закрытым. Государственный флаг Республики Абхазия, знамя Победы, знамя Министерства обороны вынести. Напряг! Бу! Шагаем! Марш!
Джинж Пилты Пашрахна, Игаз Аяйра, Вежух Башук Сахатраеску, Анухат концерт. Начинаем праздничный концерт, посвященный 25-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. А концерт анартует Ахенкарат Хорт Капелла. А Сахаркарат Напхгае, а дирижер Хада, Апснижлар артистка Нора Аджинджел. Апсназаша, Ажоква Багратчинкба, а музыка Рожден Гумба. Государственный камерный оркестр Республики Абхазия, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Республики Абхазия Давид Тарзян. В исполнении Маны и Тимура Дания прозвучит песня «Абирак». Музыка Маны, слова Мзи Бея. Adunich sguazertus absad gilabzia bara agama zirkus Squashim khassazi purwa sasadzleju sachu shopsa
Squaza zbulwa im sacha Sturdu aria sacha Squashim kasazi purwa Sasadzraju sachum shopsra Squaza zbulwa im sacha Sturdu aria sacha Skuta glomi tam zuatra Chanchuchayan chalos birach perperwa Eitazwe toba ishrachnas osapsa Achakuita yaira Sapsadi lapsina Squashim chasazi perwa Sasadzrежу сашившо апсра Squazas belwaim tzacha Sturdu aria tzacha Squashim chasazi perwa Sasadzrежу сашившо апсра Squazas belwaim tzacha Sturdu aria tzacha Squashim chasazi perwa Sasadzrежу sachumsho apsra Squazas belwaim tzacha Sturdu aria tzacha Squashim chasazi perwa Sasadzrежу sachumsho apsra Squazas belwaim tzacha Sturdu aria tzacha Йоханнес Брамс. Венгерский танец номер 5 в исполнении камерного оркестра.
Сулашара исполняет солист военного оркестра Министерства обороны Астамур Квициния. Музыка Рождена Гумба. Сулашара, ашабзы схойцара, сыпсынцыра, сыныжны баба цобара, амцисаре, хайпшна хачуба былра, багыл барамыжда, о, истинч хома бабаныз бо, сарас гуцагам цасто. Isfabarha, budat sımam sara, sıpsın zıra, sınıjnı vabat sobara, babzın sara, nazaza sığa zabra, bagıl baramıjda, o istinç koma babanız bo, sarası gutsa gamsa sto. Грустную песню свою, сердце болит, сердце как пламя горит, чувствую я, ты оставляешь меня, нежный друг, слышишь сердце стук, о, не оставь меня, родная, без тебя жить я не в силах. Выступает детский хореографический ансамбль «Яйрума», художественный руководитель, народный артист Абхазии Вахтанг Возба, балетмейстер, заслуженная артистка Абхазии Анжела Дбар. Танец «Молодежный перепляс».
моя маленькая страна. Ничто не сравнится с ней, с родиной моей. Ты всегда в сердце моем, где бы не была я. Многострадальная Родина моя, абсны моя, нерушимая страна. Никому не отдам страну мою тебя оберегали веками сыновья. За тебя давали жизни, так не забудем мы о них. Давайте же сохраним мир в нашей маленькой стране. Никто не вправе забыть о тех, кто отстоял тебя. Абсны моя, нерушимая страна. Никому не отдам страну мою, абсны моя, нерушимая страна. Никому не отдам страну мою, Низкий поклон, слава нашим героям, слава ветеранам и низкий поклон матерям нашим всем. И табу бидудзана гукпсыкала ещё хюлар сатахуп яйра ниго и пщо а яйра ду амыш. Тагала. Слова Владимира Акипа, Ходик. музыка Руслана Агумава. И табу. Амрат харахчи, ям тахи тагала, сгу ашти пшиптит, иурбхит унтала, сыцла бхикапсо, схакты сыт гачала, азара пазбо. И носки ты штала, тагала на обсесы.
хорошо ахбадзом. Слишком все серьезные. Апрамшины ху. Саргисгу акалан. Уарасузывшу. Хуцракстанагалан. Стараквашахом. Чакцисит гачала. Ацараквасбо. Добра, любви, всех благ, много-много-много счастья. Давайте поаплодируем друг другу. С наступающим днем, великим днем Победы. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Абхазия. Исполняет заслуженный артист Республики Абхазия Артур Лакарба. Слова и музыка Артура Лакарба. С праздником всех, дорогие мои. Счастья, здоровья и удачи во всем. Сколько слез ты пролила в мрачной тишине ночи пустой, сколько бед пережила, все известно лишь тебе одной, и на памяти твоей, увы, скорбь, смятение, грязь и все во лжи. Душу раскрывала ты, любя, а ее терзали, милая. Но ты все равно молчишь, любишь и веришь в них. Стоишь нагая ты, мать моя, все рвут тебя на куски. Ты на коленях, любовь моя, но не склонив головы. День за днем ждала ты час, тот, что есть сегодня у тебя, отдавая все для нас. Ты любви и верности ждала, за свободу, за твою обсну. Лучшие ушли твои сыны. Плачешь, мать моя, ты слезы льешь, только их себе ты не веришь.
но на пороге лжи. Стоишь нагая, ты, мать моя, все рвут тебя на куски. Ну вот ты стала свободная, моя родная, Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда». Художественный руководитель, народная артистка Абхазии Роза Чамагова. Девушка в форме бойца. Музыка Константина Ченгелия. Слова Даура Зантария. Песня о победе. Слова и музыка Надара Кварчия.
На сцене автор-исполнитель, лауреат международных фестивалей и конкурсов авторской песни Владимир Мазур. Эту песню я назвал «Солдат удачи». Ты устал воевать за чужие идеи, рисковать и стрелять, ничего не имея. Но теперь у тебя есть другие задачи. Ты решил записаться в солдаты удачи, наблюдая за всеми, прицел автомата. Ты надеешься лишь на везение солдата. У тебя за спиной пара цинков патронов, а в кармане последний патрон и икона. Ты стоишь на распутье, а Христос на распятии. Он за нас принял наши грехи и проклятия. Выбирая войну, ты множишь потери. Никого ты не любишь, никому ты не веришь. Никому ты не веришь. Никому ты не веришь. Снова кто-то кричит о величии России, а ты кровь проливаешь и видишь насилие. Твою душу терзают большие сомнения. Без войны не живет ни одно поколение. Кто во имя Христа, кто во имя Аллаха убивает, но ждет их единая плака. Чья-то мать над убитым сыночком заплачет. Это тоже работа солдата удачи. Ты стоишь на распутье, а Христос на распятии. Он за нас принял наши грехи и проклятия. Выбирая войну, ты множишь потери. Никого ты не любишь, никому ты не веришь. Никому ты не веришь. Никому ты не веришь. Ты боишься уснуть, не увидев рассвета, но в кармане бумажки зеленого цвета. Ты за них продал душу, не чувствуя страха, и тебе наплевать на Христа и Аллаха. На груди разорвалась цепочка с иконой, и уже на исходе бацинка патронов. Ты в прицеле другого, но он не стреляет. Он такой же солдат, но он верит и знает. Ты стоишь на распутье, а Христос на распятии. Он за нас принял наши грехи и проклятия. Выбирая войну, ты множишь потери. Никого ты не любишь, никому ты не веришь. Но теперь ты полюбишь, теперь ты поверишь. Но теперь ты полюбишь, теперь ты поверишь. Детский хореографический ансамбль танца «Абаза». Художественный руководитель, заслуженная артистка Абхазии Цяла Чкадова. Балетмейстер Алексей Аршба. Праздничный перепляс.
На сцену приглашается победительница телевизионного проекта «Ты супер» Валерия Адлева. «Верните память». Музыка и стихи Марии Захаровой. Помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл, про личный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили те, кто нас не взял с собой, оставив на земле. Помянем их 100 крат и рюмкой, и слезой, и горечью наград за их прощальный бой. Помянем, стоя все, склонившись над травой, они ушли там, где свет прячется за мглой. Верните память, верните сами, я молю вас всех слезами. Земля и небо слились навечно, как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глаза чьи все сполны, чей дома сиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих. Верните память, верните сами, я молю вас всех слезами. Земля и небо слились навечно, как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глаза чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь их, за свои. Апснежлар Арджинштолот и Башрахна и Газ Аяйра, Ююк Башук Сахатресказ, Анафет концерт, Абриала и Херпшук. Дачазынке, Шатнахалрас Аяйра. Праздничный концерт, посвященный 25-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии, на этом завершен. С праздником вас, уважаемые товарищи!